Такого двигателя аналогов нет в мире. Идея длиной в 1,5 года, воплотить которую потребовалось гораздо меньше. Несколько месяцев труда и вот результат. Первый в мире двигатель на воздухе изобретен чеченцем. На этих съемках изобретатели знакомят с чудо-машиной нашу съемочную группу. Масса преимуществ. Экологическая чистота, экономичность. Вместо привычного бака с бензином кислородный баллончик. И высокая скорость, в отличие от других типов мотороллера. 34 лошадиных сил. И это не все. Создать и усовершенствовать ноу-хау среди привычного для всех транспорта недостаточно. Признание изобретения в мире и получение прав на него – ключевая задача. Решилась она уже через пару месяцев. Полный пакет документов этого двигателя отвезли в Турцию, столицу в Анкару. Там есть Турк-патентный институт, и пакет документов внесли. Это самое главное и важное. Почему? Потому что кто бы ни был бы, чего бы ни было бы, если получил штрих-код, это значит, ты хозяин. Другой никто не имеет права делать. Трасса Грозный-Аргун, скопившийся на обочине автотранспорт, в том числе и патрули ГИБДД, и обостренное внимание проезжих. На первый взгляд картина напоминает ДТП. Однако присутствие представителей госавтоинспекции на этот раз говорит совсем о другом. Испытание на прочность нового вида двигателя. Стартовая дистанция 1 километр. Сможет ли его преодолеть мотороллер, внимательно наблюдают все участники дорожного движения. Ожидания оправдались более чем. И кто додумается, что этим движением управляет кислород. Заправляется хоть и чуть дольше, примерно минуты на 3. Однако ездить не задумываясь можно несколько недель. Пока новый нестандартный транспорт касается лишь мотоциклистов, планы на будущее куда амбициознее. Это выпуск автомобилей с аналогичным двигателем, первым обладателем которого станет лично глава республики. И это не все. Изобретателем уже создана единственная, и, как он говорит, первая по своей мощности марка шин. Я в Турции, в Стамбуле сделал на свою машину 4 колеса и сразу получил патент. Он уже мне проехал 127 или 130 уже тысяч километров. Это планы будущего, а сейчас все вместе торопятся загрузить эксклюзивный транспорт в кузов автомобиля. Мотороллер пока еще не нашел своего владельца, возвращается обратно на территорию торгового центра «Беркат», свой родной дом, где автор и сконструировал свое чудотворение. Я Магомадова, Алик Хашаев, Вахтанг Кантаев. Новости.